Все ходят по насту, напрямик. Хорошо снег держит. Мы тоже вышли на прогулку, взяли собак. Хотим сходить в заречье, прогуляться. Обалдеть, какое утро сегодня. Спокойное, тихое, без ветра. Нас хорошо держит. Выбрали именно такое утро. Прогуляться. Собаки радуются. Стыда, наверное, ослепляет. Невозможно. В тенек сейчас перейдем через речку. Меча? Вот снегоход тут проехал с двумя лыжами, видно. С женой вышли на прогулку сегодня. Никто не рыбачит. Хорошо. Enkai, se te budām. Tā te muikas bulbīd. Тампоны не намешь. Только вот скользко. Вот так. Лед трескается, наверное, вода. Во, кулан. Треснула опять. Главное, не упади. Главное не упасть, потому что очень скользкий лед, вон трещинки какие. Нет, это от снегохода. Зимник. Всю зиму я тут переходил. Я уже на буране, в принципе, не езжу сейчас. Хватит. Вот такие дела. Красота сейчас, красота. Облачко вообще ни одно, нигде нету никакой тучи. Да, но если прислушаться, слышно ведь как трескает. Да, кулены, как будто взрыв. Ледник, это тропинка, буранится, и сразу растает. В сильный оттепель, конечно же, резко все будет проваливаться, потому что нижний снег растает, и когда ты едешь на буране, он резко падает и провалишься. Вот так. Тут что-то ломали, березу для чего-то. Жена тоже фотографирует, как может, природу для родственников, там, чтобы отправить за границу. Здесь у нас тайга бесконечная, скажем, в других, даже в регионах, в России, этой тайги нету. Поля, сейчас смотрю охоту на глухарей, охоту на гусей. Какие поля там, как море, невиданные еще мною, я вообще не видел такие поля. Все время в тайге живешь. Идем, наслаждаемся воздухом свежим. Еще не поздоровался. Всем привет, ребята. Тут моя жена сзади меня идет. Многие писали мне, что я не женат, детей нету. Но, как мы видим, жена есть у меня. Живем сколько? 21 лет или года уже. 21 года. Год. Всегда меня надо исправлять с моим русским языком. Тут пилорама. Тут уже 100 раз тоже снимал. Ничего не изменилось. Сейчас мы будем бродить по тайге. И заодно сейчас сходим на кладбище. На кладбище я снимать не буду. Сами
родственников проведаем тут. И все. Съемки не будет там. Так. Все, собаки потерялись, они пошли в тайгу. Пусть бегают. Красота. Зайчишки вон видно здесь бегали. Мыйка ты будешь собирать? Нет. Ай, больше не надо. А, пакет надо было взять. А. Лекарственные эти. Там скамейка, да? Колеоз. Как мне Мыйка, писал. ну, пакет это всё. А, ну сперва давай это. Конфеты там на кладбище оставим. А пакет понадобится. Потому что вот это побеги, они лекарственные. Но чуть-чуть рано еще, они вообще в рост пойдут. Там они длинные, зеленые будут. Мягкие, свежие, вкусные. Смотрите, как держит нас. Вообще кремень. Как по асфальту сейчас ходишь по тайге. Вот такие здесь боровики обычно собирает народ. А вон тут уже начинается кладбище. Это окраина. Это кто вот из новых, кто умирает, в эту сторону хоронят. Внутрь не заходят почему-то. Все время вдоль дороги идут. Вот так вот. Ну, снег уже, как сказать, уплотнился. Немного уже тут осталось сантиметров 40, наверное, от силы. Вот так вот. Уже можно собирать бруснику, брусничные листы, которые весной самые полезные. Полезные витамины от почек, там, от чего помогает уже. Сейчас уже везде можно увидеть. Собирать. Тайга хорошо и нас держит. Бродить можно, но вот мы живем на севере, нам не хватает солнца и решили выйти на дорогу. Просто вот напротив солнца побродим. Ну и природа, само собой, тоже рядом. Хорошо. Здесь старая бураница. Всю зиму тут ездили. Я даже 2 раза тут ездил. Походы были. А да здесь от Тулан не знаю. Может даже и пока мы бродили по кладбищу, там убежал. Вот так. Ну, тут пешком тоже ходят люди. Просто прогулка у каждого вон свежие следы. Вы как у нам? Да? Сколько сходим? Туда 7 и сюда 7. 14 километров. 14 километров мы нам. Поднимемся 7 километров и будем возвращаться 7. 14 километров будет. Есть, сэр. Смотри. Вот эту красоту, вот как бы передать вот все это. Но вот сейчас уже как бы зимой он цвет другой, а сейчас вот восстанавливает тайга. Опять такая сочная, зеленоватая цвета. Но собирать они маленькие еще. Мелкие. Да, наверное, чуть позже, в начале мая, наверное, надо. Еще сходим. Мыйка. Ну, в мае и соберем. Вон айда. А Тулан бездельник у меня, наверное, удрал в Нижеру. Хорошо. Короче, до первой курилки сходим. Ты с ним. 7 километров не будем подниматься. Да. Может, Буран по пути этот будет, нас привезет. Вот здесь курилка первая будет. Там перекурим. И можно по тайге там круг сделать. Но, конечно, лучше на солнце побыть больше. Да, за всю зиму там набирается.
ездят. Сейчас у каждого второго охотника, да и у простого рыбака обычного, то собака, то снегоход. Все покупают. Вот, короче, смотрите, где уже можно собирать витамины. Вот такие, где вот солнце больше попадает. Раньше мы в школе учились и именно всем классом вот собирали вот так. Собирали в пакеты целый день, собирали и сдавали. Ну, наверное, школа сдавала в аптечные пункты там. Говорили, чтобы им задание давали, чтобы собирать вот такие брусничные листья. И завариваешь, он цвет такой вишневого цвета получается. Такой напиток. О, буквально за 10 секунд я набрал горсточку. Быстро собирать, очень быстро. Вот так. Огачу карта. По карте. Может, заварим дома? Вай, кулек садатча. Я пособираю. Эти не будем собирать побеги, а вот. Так-то это Давай, лох, давай, лох. Пошли. Пособираем на одну заварку. И для профилактики попьем. В мае, да, в мае все можно собрать. И мамонная, да. И этот еще можно собрать. Как? О, смотри, Тулан вернулся. Да. Сколько уже мы бродим, блин. Только что вернулся он. Слушай. Вон он. Набегался он. Ест этот снег. Тулан. Вот бродяга. Я его редко когда вижу. Молодец, Тулан. Молодец. Узкоглазый парниша наш. На. Все. Уйди. Вот так вот. Непривычно, Олег. Обычно с собаками, а сегодня еще жена. Никита вообще перестал бродить в тайгу. Желания никакого у него нету ходить. Буду приучать к тайге жену. Будешь ходить со мной в тайгу? Зимой, летом, на буране, на лодке. Нет, это не мое. Интересно, Вань. Напарником будешь. Напарницей. У меня род, что женский, что мужской. Мои подписчики поймут меня. Видишь. Я не помню вот только сколько мы в день вот это собирали. Ну, целый... Сушили еще. Целый... Собираешь, сушишь, а потом Мы уже сдавали как сказать, вот собирали свежими сдавали, а там уже класс рук. Не знаю, что с ними делали. Ну, сушили. А ты чукартленный же? Ну вот. Ну, здесь такие вот, не скажу, что очень хорошие листья. Бывают они крупные и еще зеленее. Короче, звонит кто-то. Или поньи. Тарпукалы. Лох. Испугалась. Блин, на дороге резко увидел, что там кто-то сидит. Я думал, там тетерка на середине. Оказывается, у Айды там спуск, и голова торчала. Неподвижно. Блин, такая реакция у жены. Испугалась, что медведь там. А между прочим, медведи уже все из берлога уже выскакивают. Тут уже у нас первая курилка. За весну тут много уже наездили.
Я зимой, когда я проезжал последний раз, я по целине ехал. А тут уже очень много следов. Кушаем, тая ем. Да. Мы будем разворачиваться. Тут кто-то тоже на пикник приходил. Садись, отдохни. Вон, смотри. Тут костер даже жгли. Вон. Костер. Ну, эту курилку тоже снимал уже, наверное, не раз. Здесь у меня пострелушки там когда-то были тоже. Из пули с севера стрелял. Вот тут мы отдыхаем, короче, ребята. Вот автограф кто-то вот здесь. Вроде свежий автограф. А, свежий, говорю, 13-й год. Санек, 50 лет. 13-й год. Это уже старый автограф, между прочим. А свежий вон он. Наверное, прошлогодний. Вот, это лесники такие. Как сказать, блин. Навесы делают. Это серьезно так все сделано из бревен. Сейчас попроще делают. На несколько лет. Бутылка там. Кто-то оставил заначку. Спирт, наверное. Може татиму нам? Озложик жарники-то. Ой, ларса. Вередис? По тайге? Или обратно по дороге? По тайге лишнее еще 1,5 километра. Давай. Солнечные ванны принимать будем. Давай. Загорать будем. Тулан барак где? Тулан, наверное, дальше он по дорогу ушел. Айда! Айда! Пошли? Лог? Лог. Подножная собака, как мне писали, всегда рядом. Ладно, пойдем. Самое главное, брусничные листы набрали. Витамины. Будем чай заваривать. Насчет побегов чуть-чуть рановато. Ну и также рано еще собирать эти почки от березы. В мае надо сходить. Да, и почка от березы. Да, и почки. Ну тогда на Калине съездим куда-нибудь в сторону Алексеевки и там наберем. Там, когда они набухнут, их в то время надо собирать, когда уже листва чуть-чуть будет выходить. Вот смолистый он становится. Потом настаивать на водке. Да, Напиток. не говори. Это от ожогов даже помогает. Водка с этим. Ой, блин, как же. Березовый. Да, с березовым. Да. Вот так вот. Воспаление. Но многие, наверное, об этом знают. Да, кто в России живет, должны знать. В основном меня смотрят из-за границы. Люди. Там у многих... Это вообще чудо дерева. Когда? Береза это вообще чудо дерева. Ну-ка, расскажи в 2 словах. Сколько плюсов в березе? Почки весной собираем. Летом собираем что? Веники березовые. Третье что? Посуда из бересты. Посуда из бересты. Вместо холодильника. Саму бересту собираем, чтобы печки растапливать каждый день. Дрова из березы. Опасные, между прочим. Можно и угореть там этими дровами. Ой, дают жар. Жар дают. Печку. Тоже печка долго не выдерживает. За сезон там, если кирпич некачественный. Ну и просто
красавица вылезла. Ну да. Так, звать Тулана не будем. Набродится, там придет. Пусть бродит. А, Локтас найдет нас. Все в сборе. Тулан вернулся. Да, и мы на подходе. Сейчас последний поворот. Уже будет там гараж. Айда здесь. И сейчас пойдем домой. Отдохнем. У меня сейчас ремонт дома будет. Ремонт. Сегодня с утра умыться зашел. А там, оказывается, несколько часов уже капала вода из... Короче, где вот закручиваешь шланг от смесителя. Вот там, в этой части, прикипело все это дело, там жестко и капает. Я начал откручивать, я вообще все поломал, одним словом, резьбу. И там придется мне ремонтировать сейчас. Съезжу в магазин, может где продают у нас сельпо, такой переходник для этого, для сантехники. Если запчасти найду, буду ремонтировать. Утром начался вот так. Так. Самое главное, вот хорошо, что дома такие моменты. Если где-то что-то прорвет, вся вода будет течь. Один раз умывался, короче, и кран, этот смеситель у меня от напора взлетел. И вода до потолка. От этого давления до потолка начала брызгать. Вот так же хорошо, что я дома был. И так, думаю, в городе так затапливает людей. Нижние этажи, когда где-то что-то прорывает. Вот так. Ну как настроение, Лариса? Боевая. Вот это вот у меня вот желание как-то все время, каждое утро так ходить, но лень одолевает. Просто одолевает. Некоторые есть вот у нас в селе, которые вот каждый день на лыжах ходят. Приходят сюда, здесь лыжню набили они несколько километров и каждое утро, скажем, 2-3 километра они круг делают. И целый день бодрые. Но я себя не могу преодолеть свою лень. Тут уже недалеко гараж. 14 километров, конечно же, мы сегодня не прошли. Мы уже прошли гараж. Здесь лес у предпринимателей, остатки сладкие. Сухостои, эти сушняки вон. Деловой лес. Это 6-метровка, наверное. Скажем, если лодку сделать из летний утопленник у нас еще тут стоит. Еще не дернули отсюда. Ну, в принципе, проезд еще есть. Можно проехать. Если оттепели будут, все, хана. Переход последние дни, последние недели. Но на будущей неделе уже здесь перехода для машин не будет. Даже тут вывеска, переход, проезд. Їху сейчас муна мага. Напрямик. Переход, проезд по льду запрещен. Все еще трескается лед.
Боишься? Ну ладно. Рисковать не будем. Конечно, до крепки еще, но... Вот такой переход. Старый мост, вот остатки, что осталось. Все уплыло прошлое лето. А новый мост, не знаю, будет, не будет в этом году. Никто не знает. О, блин, так и упадешь. Панель. А! Панель, ростом он такой есть. Маленький. Он для охоты на уток. Вот старый понтон. Привозили, так и не использовали. Видно, как-то прокованный, может, был. Протекал или, я не знаю. Хлам. Чермет. Смело переходят еще. Улан отстал, не знаю. Где он? Че не идет? Вот такая картина. Такую картину можно увидеть. Свалка, блин. Раньше такого по селу не было. Все вывозили на общую свалку возле села, который был. А сейчас бардак. Мы уже на подходе. Последние десятки метров осталось. Мы уже возле дома. Погуляли, нагулялись. Довольны, идем домой. Одним словом, ребят, фильм заканчиваем. Спасибо всем, кто досмотрел очередной мой фильм. Ходили в тайгу, побродили, собирали брусничных листов. Будем заваривать чай и пить. Всем пока.